Эта красавица уже проехала более 6000 километров. Однако это лишь четверть всего пути. Автомобиль ГАЗ-М-20, более известная как «Советская Победа», возглавляет автопробег. Целый год машину готовили к этому путешествию. Путь не из легких. Ни много ни мало 25 тысяч километров. Постарались механики на славу. В свои 62 «Советская королева» выглядит неплохо. Я рад, что имею такую честь, возможность в своей личной жизни участвовать в таком процессе на таком историческом автомобиле. Автопробег проводится уже 4 года подряд. Традиционно путь лежит через города-герои, города воинской славы и обладателей Ордена Отечественной войны первой степени. В Чечне участников автомарша торжественно встречают представители Сунжинской районной администрации, министерств и общественных движений. Спасибо. Пожалуйста. Обращайтесь, пробуйте нашу национальную. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо. Старт нынешнему автопробегу дали в городе-герое Севастополе. В годовщину присоединения Крыма к России в марше «Наша Великая Победа» участвуют 5 международных экипажей, 10 общественных организаций из Российской Федерации, а также Украины, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии, Азербайджана, Беларуси и Казахстана. Каждый народ внес свою достойную лепту в победу над немецко-фашистскими захватчиками. И что пример наших отцов, дедов и прадедов – это пример для нас сегодняшних. Что мы большой, самодостаточный, многонациональный народ, мы большой великой Родины. В каждом городе участники встречаются с местным населением. Чеченское гостеприимство и войнарский колорит задали дружескую атмосферу с самого начала пребывания гостей в нашей республике. В живописном уголке музея под открытым небом Донди-Юрт посреди сторожевых башен устроили небольшой привал. Стихи и песни военных лет хранят переживания фронтовиков и их близких. Здесь говорят и не просто о подвиге отцов. Здесь призывают уважать историческую память. Это уважение к нашим отцам, дедам. Вот. Это отличается тем, что те, кто сегодня вышли, они, можно сказать, действительно патриоты своего народа. За время пребывания в республике участники акции познакомились с архитектурой Гудермеса и столицы Чечни. Мечеть, высотный комплекс и другие объекты запечатлели в памятных фото. На аллее славы гостей приветствовали представители республиканских властей. Мы один народ, и мы будем победу праздновать вместе. Это наша победа. Большое спасибо от имени нашего главы республики, героя России Рамзана Ахмадовича, от имени председателя парламента Духла Баштаевича, от имени народа чеченского сказать вам большое спасибо. Патриотическое мероприятие продолжилось торжественным возложением цветов к мемориалу памяти первого президента Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Затем развернули 200-метровую копию Знамени Победы. Именно так выглядел флаг, который водрузили над Рейхстагом в 45-м. Слава многонациональному советскому народу-победителю! Здесь же автомарш «Наша Великая Победа» двинулся дальше. Следующая остановка – Республика Дагестан. Уже 9 мая участники проекта вернутся в Севастополь, чтобы отпраздновать 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Зарайда Мирова, Елизавета Чепханова, Мурат Эльбукаев. Новости.